Уважаемые друзья, я хочу предоставить слово руководителю региональной общественной организации по сохранению и развитию родного языка и культуры Союз православных татар, директору Татарской национально-культурной автономии района Теплый Стан Юго-Западного административного округа города Москвы Бухаровой Динаре Абулбяровне, которая выступит здесь, вот с этой трибуны, на тему «Православные татары». Хочу начать пропев Рафаэль Пасхи на татарском языке. Почему? Потому что это наша работа, это 20 лет, и это большая творческая работа по сохранению, даже по сохранению культуры татарского народа и церковлению ее. То есть мы наложили Рафаэль Пасхи на татарском языке на византийский распев, восточный распев, который так близок к нашему татарскому уху, что ли. Досточтимые отцы, братья и сестры, благодарю за приглашение принять участие на этом важном мероприятии. Мой доклад заявлен как православные татары, я немножко расширю название. Православные татары и тюркские народы в единстве с русскими, плод Ордынского пути святого Александра Невского. Но начать я хочу с показа краткого видео в память о представленном протоиерее Максиме Обухове, который он хотел, вот, слова в этом ролике он хотел сам принести. Хан Кубрат. Кубрат, который жил на территории Великой Булгарии. Где-то примерно за 300 лет до крещения Руси. Он был крещен. Факт его крещения подтверждается данными из его захоронения, которое было найдено в Полтавской области, и письменными византийскими источниками. Он был в отроческом возрасте крещен в граде Константинополя. И также, по-видимому, его сыновья тоже были крещенными. И отсюда следует один очень важный вывод, который мы должны сделать, что за этих князей, которые были православными христианами, мы, конечно, можем молиться, как за крещенных людей молиться. Ну и поскольку имена крещения неизвестны, а может быть их и крестили их реальными именами, мы можем поминать их под их действительными именами, какими они вошли в историю. Тем более, что в Болгарии имя Кубрат является общепринятым, и детей крестят, и нет в этом... Да, в современной Болгарии именно Кубрат, поскольку хан Кубрат является праотцом, как князь Владимир для русских, также князь Кубрат является праотцом для болгар и для чувашского татарского народа. И, конечно, не следует забывать, что он был крещен, было по соглашению, предложено сегодня послужить литию, а упокоение открыто провозгласить имена этих предков. Впервые сейчас будет служиться панихида по православным ханам. Вот, я хотела сказать, что вас тоже, видели, что сюда приходят и крещенные татары, новокрещенные, и вот этнические коряшины, крещенные. Вот, пожалуйста, что-то можете сказать? Спасибо за вопрос. Сегодня у меня очень радостный день. Я впервые за долгое время имел счастье присутствовать на служениях, в котором проповедь шла на церковно-крашинском и старославянском языках. Для меня
и натурального и природного крашина – это огромная радость. Я сожалел лишь о том, что такую же возможность не имеют мои родные и представители других крашен, поскольку я сам из северо-западной Башкирии, и там одна церковь приходится примерно на 4 района. Бакалинская крашена, так называемая. И служба, к сожалению, проходит только на русском языке. И тут вот такая сегодня приятная радость. Я очень благодарен вам за приглашение меня. Ну, это прекрасная практика, да. Мы хотели сказать, что вот это огромное вам спасибо. И я, конечно, буду и дальше стараться приходить. Господь Бог, учени души их, где же праведнее упокояются. Милости Божия, Царство Небесное, оставление греховых, у Христа бессмертного Царя и Бога нашего просим. Боже, Христос, истинный Бог, наш молитвенный пречистой своей Матери, преподобный Богоносца, хотят наших всех святых стоит, души от нас представшихся раб своих, убиенных Ирина, Иерея, Даниила, Симеона, Саина, Василия, Саида, Кубрат, во дворе нас, порока, Кубера, Альцека, Сартака, Фатимы, и всех землян, поминаем всех усопших православных христиан, с праведность причтет и нас помилуй, такой благой человеколюбец, во блаженном успении, вечный покой, подашь Господи усопшим рабом твоим, и сотвори вечную память. Давид Тамир Садур, вот до этого был Анатолий Даде, он этнически крещен татарин, а вот, ну, так сказать, новокрещен, уже крещенный в сознательном возрасте, тоже вот посещает молебны на татарском языке, не церковно-славянском. Вот. Тоже хотели рассказать о том, что вы приходите, вам интересно уже каждый раз. Спасибо большое. Я был еще при отце Данииле, он меня тоже приглашал участвовать в молебнах и читать на татарском. Но действительно очень важно, чтобы люди могли молиться на православной молитве на своем родном языке. Что это как-то воодушевляет, оживляет, делает более свободным. Ну, вот, большое спасибо вам за приглашение и за эту молитву. Спасибо. Следует отметить тот факт, что в хан Великой Булгарии Кубрат его дети исповедовали православное христианство. Это было задолго до событий 922 года, произошедшего в городе Беляве. И сегодня православные чуваши – прямые потомки булгар не только в этническом и лингвистическом плане, но и в религиозном. Что касается кыпчакоговорящих татар, то их численность, не считая крымских, иранских, афганских и пакистанских, около 7-8 миллионов в мире. Около 2 миллионов проживают в Татарстане. Представлены в Татарстане субэтносами казанские татары, мещерские татары, тептери и кряшины. Около 1 миллиона татар проживают в Башкортостане. Представлены такими же субэтносами казанские татары, мещерские татары, тептери и кряшины. По неофициальным данным, около 1 миллиона татар проживают в Москве. При этом в основном это мещерские татары, нижегородские, рязанско-касимовские, пензенские, темниковские, симбирские и другие, которые в подавляющем большинстве в Москве и Московской области исповедуют православное христианство. И это признают трезвомыслящие татарские общественные деятели, такие как глава Национального конгресса татар и тюркских народов Ямалиев Рустем Фазович. Остальные татары проживают во всех регионах России, как в деревнях, так и в городах. При этом следует подчеркнуть, что они не являются какими-то переселенцами из Казахстана, а являются представителями татарских субэтносов и реликтовых этнических групп, сформировавшихся за пределами территории Казанского ханства, в других так называемых осколках Золотой Орды. Это прежде всего мещерские татары, включая рязанско-касимовских татар, бардынские татары, астраханские татары, гребенские татары, литовские, сибирские, добруджинские татары и другие, которые проживают на огромной территории от Дуная до Тихого океана на своей исконной территории. Крымских татар около 5 миллионов всего, крымских татар, проживающих в Крыму, около 300 тысяч. Численность иранских, афганских и пакистанских татар неизвестна, так как раньше их существование официально не признавалось, хотя по предварительным оценкам это около 6 миллионов человек. Казахов и представителей других этнических общностей, учитывающихся сегодня как отдельные народы нагайцев, нагайбаков, башкир, карачаевцев, балкарцев, кумыков, алтайцев, тувинцев, кавказцев,
которые также исторически являются наследниками средневековых татар, в совокупности более 17 миллионов. По нашим оценкам, около 30% татар исповедуют православное христианство. В Москве это число выше 50%. Кроме того, дети, рожденные от так называемых смешанных русско-татарских браков, в 90% случаев выбирают православие. Цифры, факт упрямый, да, как сказал вот Андрей Юрьевич, но все-таки вот за эти 20 лет, это такой творческий труд, это наши исследования, которые опираются на мнение специалистов тоже. И вот как сказал отец Алексей Колчерин, да, вот эта вот диспропорция мечетей и храмов Республики Татарстан, она, конечно, вот по нашим подсчетам, наверное, все-таки там православных больше, чем мусульман, потому что процент мусульман в татарском народе очень сложно оценить. Очень много все-таки православных татар, и как это посчитать? В Татарстане русские православные, кряжные православные, да, и большая все-таки часть татар принимает православие и уже себя развиваются как христиане, и есть приходы, уже я знаю эти приходы, где приходской совет практически весь состоит из татар, которые этнические татары-мусульмане бывшие. Вот. Это связано с тем, что все-таки постсоветское пространство, у людей был выбор, это люди делают выбор в сторону Христа. Это выбор татар. И вот наша задача помочь сохранить татарскую культуру, воцерковив ее. За последние годы наблюдается христианский, религиозный, культурный, национальный подъем нагайбаков, кряжин и крещенных православных татар, что не могли не учитывать в своей деятельности татары-мусульмане. Например, еще раз хочу отметить значительный позитивный вклад в этом направлении главы Национального конгресса татар и тюркских народов Ямалеева Рустема Фазлича, создавшего в рамках его организации отделений землячества кряжин и православных татар. Многие тюркские народы исповедуют православие, среди них гагаузы, алтайцы, якуты, хакасы и другие. В настоящее время мощная православная миссия действует в Туве и приносит свои плоды. Можно сказать, что татары и тюркские народы переживают православный тюркский ренессанс, объединяются друг с другом, а также с русскими и другими народами на основе православия, не утрачивая своего национально-культурного многообразия, своей культурной цветущей сложности, а наоборот сохраняя и раскрывая ее в соответствии с Божьим замыслом. Что является сильной стороной православного тюркского объединения и возрождения, это то, что они не направлены против русского единства, не противопоставляются русскому миру, а напротив направлены на единство с ним и в нем на основе христианства, единства во Христе при сохранении национально-культурных идентичностей, гармоничная интеграция без дисгармоничной ассимиляции. Также православные татары и тюрки не направлены против мусульман, но подчеркивают важность мирного сосуществования на основе принципов веротерпимости, как это было во времена святого Александра Невского, православный ордынский проект. Напомним, святой Александр Невский выбрал между Западом и Востоком Восток. Почему? Вопрос стоял, с кем интегрироваться, с Римо-католическим Западом или с Востоком татарами, живущими по Есе Чингисхану. А значит, по принципу веротерпимости, выбор Запада означал потерю православия и растворение в римо-католическом мире. Напротив, Восток означал сохранение православия и перспективу мирного его распространения на территории всего Великого Монгольского улуса, а это прежде всего на восток татарам и подчиненным им народам. Таким образом, Александром Невским был задан основной вектор восточной миссионерской деятельности Русской Православной Церкви и сделан цивилизационный выбор, определивший дальнейшее развитие православных русских людей в большой семье восточных азиатских народов. Что дало основание Александру Невскому сделать соответствующие выводы о перспективах миссии на восток и татарско-русской интеграции на основе православия. Уже имеющее место быть значительное количество татар-христиан, киритов, уйгуров, найманов, кыпчаков и других, как православных, так и неправославных, но оторванных от епископских кафедр Ассирийской церкви Востока, которые легко переходили в православное христианство. Принцип веротерпимости, закрепленный в основном законе татарского государства ЕСЕ, по сути первой конституции, сформированной во многом на христианском базисе. Особое расположение татарских ханов к православию и привилегированное положение православной церкви в Золотой Орде. Таким образом, татарско-русское единство на основе православного христианства складывается естественным путем вследствие цивилизационного выбора Александра Невского в пользу веротерпимого Востока ради сохранения и распространения православия. Конечно, не все татары, как и сегодня, были христианами.
Были также тенгряне, мусульмане, буддисты и так далее. Многие из них несли свой значительный вклад в дело дружбы народов нашей страны. Но важно осознать тот факт, что татарско-русское единство сложилось естественным путем именно на православной основе в первый период существования Золотой Орды, в период веротерпимости. Отказ от принципа веротерпимости в 4 автономных частях бывшего Великого Монгольского улуса, 3 из них исламизировались, а 1 буддизировалась, закрепила его распад, потому что разрушилось или почти разрушилось народное единство. Насильственная исламизация татар в Улусе Джучи, Золотой Орде, начавшаяся в период правления хана Узбека, в полной мере затронула уже сложившееся татарско-русское единство, оно пошатнулось, была нарушена его конструкция, так как один из основополагающих элементов изъяли. Более того, сами татары разделились, и в итоге Золотая Орда распалась на несколько частей, собирать которые в последующем пришлось уже московским великим князьям, царям-ханам, потомкам Александра Невского. Татарский народ стал разделенным народом именно по причине нарушения принципа веротерпимости, потому что на его основе татары сформировались. Потомками ордынцев являются не только мещерские, астраханские, казанские, сибирские, крымские и иные татары, но также казахи, нагайцы, башкиры и другие этносы и субэтносы. В широком же смысле наследниками татарско-русского единства ордынцев являются также русские и другие коренные народы исторической России. В наше время татары осознали ошибку хана Узбека, впервые за 7 веков снова закрепили принципы веротерпимости и традиционности православного христианства для татар в главном концептуальном документе «Стратегия развития татарского народа. Татары. Стратегия действия». Это знаковое событие произошло 29 августа 2020 года в Казани на расширенном Милиджиене национальном собрании Всемирного конгресса татар с участием президента Татарстана Рустама Минниханова, госсоветника Татарстана Митимира Шамиева, вице-премьера России Марата Хуснуллина и всей элиты республики, а также делегатов татарских общин России из-за рубежа. В указанном документе говорится о том, что национальный дух способствует единению татар, который не зависит от места проживания, владения языком и имущественного и должностного положения, отношения к религии и принадлежности к конфессиям, убеждений, а также других обстоятельств. Татарин живет в едином порыве со своим народом, поддерживает дружественные и уважительные отношения с другими народами. Национальный дух – это источник вдохновения для будущих татар, их успехов и открытий в глобальном мире. Быть татарином – это чувствовать себя татарином. В совокупности мыслей, чувств и поступков и проявляется национальная идентичность. Вместе с тем важно стремление придерживаться мировоззренческих основ татарского народа. Среди мировоззренческих основ указана вера иман. В разделе «Поступать по убеждению вере иман» сперва была отмечена роль ислама, а затем признано, что исторически часть татар исповедует православие, то есть признана историческая двухконфессиональность татарского народа. Именно из-за этого признания стратегию развития татар можно считать судьбоносным манифестом, который действительно впервые за 7 веков является не только существенным шагом в консолидации татар, но и декларацией намерения возрождения татарско-русского единства на православной основе. Татары признали свое нахождение в семье восточных народов, окормляемых русской православной церковью. Православные татары Москвы и наши друзья принимали самое деятельное участие к тому, чтобы подобное признание совершилось. Ведь не секрет, что подготовке судьбоносного документа предшествовали жаркие споры и развернулась борьба именно по вопросу отношения татар к религии. Против единства татар с русскими на православной основе выступали сторонники отделения татар от русских, использующие для этого исламский фактор. Победа православной стороны в данных дискуссиях является в том числе результатом православных татарских конференций, большая часть которых прошла в рамках международных рождественских образовательных чтений. Кроме того, я лично обращалась к Минниханову Рустаму Нургалиевичу, чтобы он поддержал в этом вопросе православных татар, и он сдержал слово. Необходимо отметить, что его личный вклад, а также вклад главы региональной общественной организации Кришен Республики Татарстан Егорова Ивана Михайловича. Факт признания исторической двухконфессиональности татар следует трактовать не просто как фиксацию сложившейся реальности в религиозной сфере, но также как декларацию намерения татарского народа о возвращении на исторический путь татарско-русского единства на православной основе, выбранный Александром Невским. Путь объединения татар и русских – это путь правильных компромиссов, путь истинного, а не декларативного объединения татар и русских, объединения во Христе при сохранении национальной идентичности. Существенный шаг к такому единению – принятие стратегии развития татар в 2020 году, в которой впервые за 7 веков признана традиционность православия для татар и, соответственно, двухконфессиональность. Татары, желая находиться в духовном единстве с русскими, через свою православную часть в национальном культурном плане хотят оставаться самими собой. То же касается других тюркских народов. Надо предоставить им эту возможность, тем более,
что этого требует миссионерская концепция церкви. Конструкция православные русские люди, православные татары и тюрки-мусульмане является исключительно устойчивой при условии сильного среднего элемента православных тюрков. Православные татары и тюрки пребывают в единстве с русскими по вере Христовой, а с татарами и тюрками-мусульманами в национальном культурном плане. А значит, тюрки-мусульмане соединяются с православными русскими через православных татар и тюрков. Созрела необходимость создания постоянно действующей площадки для обсуждения и выработки теоретических основ и практических шагов православного ордынства. На наш взгляд, им должен стать Всемирный Курултай собор православных татар и тюрков. Так же, как исторические слова «татарин» и «ордынец» охватывали не только большую часть тюрков, но и какую-то часть нетюркоязычных народов, так и в работе Всемирного Курултая православных татар и тюрков должны принимать участие не только православные тюрки, но и православные монголы, тунгусы, финно-угры, ираноязычные хазарейцы и, конечно же, русские и другие. Православный тюркский ордынский проект должен стать объединяющим разные народы на основе православия в их цветущей культурной сложности. Необходимо на площадке Всемирного Курултая собора православных татар и тюрков также обсуждать православные миссионерские цели, задачи, практические шаги по их реализации на основе концепции миссионерской деятельности Русской Православной Церкви и основ социальной концепции Русской Православной Церкви. И политические, идеологические, геостратегические и экономические аспекты таких интеграционных проектов на постсоветском пространстве, как СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС, интеграция. Есть тезисы, которые, как нам видится, должны продвигаться с позиции площадки Всемирного Курултая православных татар и тюрков. Первое. Святой Александр Невский является символом дружбы русских и татар. Второе. Святой Александр Невский – архитектор восточного вектора развития России в противоположность западному вектору, европейскому. Третье. Святой Александр Невский своей политикой перевел в православное христианство татар христиано-сирийской церкви Востока. Яркий пример сын хана Батыя, хан Сартак, который, по некоторым данным, даже был христианским священником. Да и сам Батый, по некоторым данным, был христианином. Одна из распространенных версий гласит, что Александр Невский был усыновлен ханом Батыем и побратался с его сыном ханом Сартаком в церковь. Четвертое. На основе православного христианства святой Александр Невский через фактор православных татар заложил основу татарско-русского единства. Пятое. ЕАЭС, куда входит Казахстан, Киргизия, Россия, Белоруссия, Армения, является детищем Владимира Владимировича Путина. Есть и другие интеграционные структуры ОДКБ, СНГ, ШОС, БРИКС. И ключевая идея Владимира Владимировича – интеграция интеграции, то есть объединение в итоге всех этих проектов. Основной исторический символ развития этого вектора – Александр Невский, хан Батый, его сын хан Сартак и внук хан Лакчи. Тезис 6. В России два государства образующих народа – русские и татары. Но при условии, что татары официально признаны двухконфессиональным, многокультурным, состоящими из разных этнических общностей, часть которых считаются отдельными этносами, другая часть субэтносами, как это официально признано в стратегии развития татар, которую приняли Хуснуллин, Минихан, Шаймиев. Чувашия имеет православное духовное, национально-культурное и языковое преемство от Великой Болгарии, это 7-й тезис, и Волжско-Камской Булгарии, и в дальнейшем должна быть переименована в Чувашскую республику Булгарию. Тезис 8. Татарстан имеет татарское государственное преемство не от Казанского ханства и не от татарской АССР, а от Касимовского ханства, татары которого были в войсках Ивана Грозного и штурмовали Казань. Среди них было много православных христиан, но были мусульмане, как Шах Али. Один православный касимовский хан, Симеон Бекбулатович Саим Булат, даже стал царем-ханом всея Руси. Тезис 9. Святой Александр Невский сам по происхождению был из половцев, кыпчаков, одних из предков татар. Он был потомок хана Катяна, который в конце жизни признал над собой Батыя, и на Чудском озере против немцев, псов-рыцарей сражались русские и татары бок о бок. Тезис 10. Последний касимовский царевич Ханлы, султан Яков, потомок как Чингисхана по мужской линии, так и основатель ислама Мухаммада, по прадедушке со стороны бабушки Фатимы, султан Бенем Сиитовны, прославлен как местно чтимый святой Русской Православной Церкви. Тезис 11. Татарский народ является разделенным народом, так же, как русский народ является разделенным народом, и наша задача объединить два государства, образующих разделенных народа, и другие народы на основе православия в их цветущей культурной сложности. Ведь во Христе нет ни Эллина, ни Иудея, но все и во всем Христос. И последнее. Болгарский хан Кубрат и его дети были православными христианами. Они являются символами принятия тюрками православного христианства, такими же, какими являются святая княгиня Ольга и святой князь Владимир для русского народа. Мы надеемся, что скоро на постоянной основе
будет собираться мощный форум «Всемирный Курултай», собор православных татар и тюрков, и в дни проведения этого Курултая надо служить литургию на тюркских языках, как мы это делали на 2 последних православных татарских конференциях и в рамках международных рождественских образовательных чтений, проводить молебен на славянском, татарском и тюркских языках, а также панихиду христианским и тюркским ханам. И вот еще хотела добавить, что 30 октября 2017 года была проведена татарская секция в рамках Всемирного Русского Народного Собора. Там был потом ковидный период, мы больше секций татарских не проводили, но вот эта вот татарская секция, может быть, была таким как бы примером или продолжением вот этого всемирного Курултая православных тюрков. Спасибо.